Это Ержан Тургумбай? Не знаешь, да? Я вас где-то видел, но извиняюсь, если не узнал. Ну, я гражданин Казахстана, у меня YouTube-канал Ержан Тургумбай, там 187 тысяч подписчиков. Я видел в Фейсбуке твое письмо, что ты ищешь этих журналистов, могут обращаться. Я в качестве сейчас журналиста обращаюсь. Как земляк, как гражданин Казахстана. И я так понимаю, ты попал в тяжелое положение сейчас и нуждаешься в помощи. Вот я хотел относительно этого сейчас поговорить. Что случилось, Айсултан? Какая помощь тебе требуется? Это не против будешь же, да, если сейчас казахстанцы будут слушать это? В первую очередь. Прямо сейчас? Ну, я так полагаю, тебе сейчас нужна помощь общества, Айсултан. Мне так кажется. Вот я как и юрист, и как человек, который в жизни уже много чего повидал. Мне кажется, на мой взгляд, тебе в первую очередь сейчас нужна помощь сограждан твоих, земляков, казахстанцев. Внимание общества. Нет, мне нужна помощь их абсолютно, конечно, нужна, но сначала мне нужно решить, сначала мне нужно поговорить с дедом, а потом я бы хотел, конечно, большое интервью дать на самые тонкие темы на этой земле. Угу. Ну, сейчас имеешь что-то сказать? Мы вот передо мной, вот страничка твоя там, да, вот здесь, в первую очередь, конечно, самый вопрос такой. Алло. Оборвалось это опять. Алло, оборвалось это. Алло. Алло. Айсултан, я до этого звонил, батарейка севшая вроде была у тебя, подзарядилась, да? Алло. Меня слышно, да, Айсултан? Да. Ну, вот здесь информация прошла, вот у тебя беспокойство за твою жизнь. Сейчас как это, нормально или есть, требуется какая-то помощь? Алло. Алло, Айсултан, я вот... Вот, Айсултан, против не будешь, да, чтобы казахстанцы это видели, наш разговор? В первую очередь. Алло. Это звонок, связь плохая, то ли в Лондоне, то ли в Италии, не поймешь. Так. Что там? Айсултан, прерывается, тебе звонят, наверное, да? Вот два важных вопроса, Айсултан, можешь на них ответить? В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих, либо как отца моего в камере повесят. Моя сила с Аллахом и его сыном. Что ты этим хотел сказать, Айсултан? Айсултан, вопрос понятен? Слышно сейчас? Да, слышно. Алло. Да, слышно. Говори, Айсултан. Слышно? Да.
Айсултан, там этим самым хотел сказать, и после этого оборвалось. Повтори, пожалуйста. Ой, Айсултан, как это смешно. Айсултан, после того, как сказал, я хотел сказать, оборвалось. Можешь повторить? Что хотел сказать? Вот смотрите, я хотел сказать про использование магии и сихра в Казахстане. Использование магии что? Оборвалось опять, Айсултан. Я тебя вижу, говори, пожалуйста. Вот сейчас вижу. Алло, Айсултан, может быть мне на аудиозвонок перезвонить? Вроде бы видеозвонок не тянет. Да, давайте Давай, ну, хорошо. какая разница? Хорошо, да. Алло. Сейчас, секундочку. Айсултан? Да, сейчас, секундочку. Хорошо, я жду. Айсултан, на казахском говоришь? Я сөйлеймін. Жақсы онда қазақшада сөйлесе жақсы болады. Все. Говорите. Вот, Айсултан, вот важный вопрос. В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих, либо как отца моего в камере повесят. Что ты этим хотел сказать? Можешь объяснить? Алло. Айсултан, вопрос был, вот ты здесь высказал мысль, что они или хотят тебя в психушку опять загнать, или убить. Вот. Да-да. В общем, слушайте. Да-да. Слышно меня? Да-да, слышно. На первый взгляд это все покажется абсолютным абсурдом любому человеку. И я тоже долго в это не мог поверить. Но насколько сильно используется магия, ну, в политике, вообще в повседневной жизни, при решении разных вопросов. Вот этот момент, оказывается, он очень велик. Угу. Можете развить мысль? Ну, хочу сказать тем, что моя мать, она, как сказать, не знаю, самая главная ведьма, что ли, которая разводит всю эту грязь. Она занимается оккультными науками, да, вот, ведьм содержит, так что ли? Да, разными вещами, которые... она занимается разными вещами, и все политики ими занимаются. Я вот, Бог свидетель, они вот пытались меня как бы пристроить
Понятно. А ну сейчас как обстановка в этом плане? Сейчас как? Что я хочу сказать, я просто очень много знаю об этом всем. И в частности, как они моего в частности, как она моего отца положила в гроб. И еще там с одним товарищем. Относительно убийства Рахата Алиева отца, какие имеешь эти... Сделано это для того, чтобы поставить деда в глазах всей Европы, чтобы он выглядел диктатором. А. Ну он и так диктатор, ясно же всем. Относительно убийства отца Рахата Алиева своего, какие имеешь эти версии? Как считаешь, что за этим стоит? Кто за этим стоит, Айсултан? Нет, ну понимаете, в политике такая... Дед, он очень хороший человек внутри, у него очень доброе сердце. Ну, политика иногда требует там поступать жесткости в той или иной мере. Поэтому у меня вообще нет никаких стремлений в этой сфере работать, потому что это сплошная грязь. Понятно. У меня вот такой вопрос, это и меня, и казахстанское общество беспокоит, вот это, ну, интересует. Здесь вот вопрос такой. Моя мать держала деда на крюке из-за того, что я его сын, вот ты заявил. Что это означает? Айсултан, ты сегодня в Фейсбуке написал, моя мать держала деда на крюке из-за того, что я его сын. Что означают эти слова? Можешь пояснить? Сегодня ты в Фейсбуке разместил такую информацию, вот, написал, пост. Моя мать держала деда на крюке из-за того, что я его сын. Что означают эти слова? Эти слова означают то, что она держала меня в таком, сказать, плену. И в различные моменты не отдавала меня деду. И не давала мне знать, что дед является моим отцом. Угу. И манипулировала, крутила за уши. Все думали, что это там... Вы если посмотрите на ее карьеру, то все мужчины вокруг нее, все козлы, а она одна самая святая. Ага. Так, если тебя понимать правильно, Нурсултан Назарбаев твой отец? Да. Ну, он сам, это разговор был у вас с этим? Вы насчет этого, когда это, тебе ясно было, что это твой отец Назарбаев Нурсултан? Когда это был разговор? Что? Когда это ты выяснил, что Нурсултан Назарбаев твой отец? Я услышал об этом года 2 назад, там, в Суркусе, как началось, потом люди... А кто это сказал тебе? ДНК проверил свои. ДНК проверял, да? Айсултан, ДНК проверял, да? ДНК? Этого не могу сказать. Нет. А кто тебе сказал, что Нурсултан твой отец? Ну зачем вы сейчас какого-то невинного человека под топор бросаете? Зачем такие вопросы спрашиваете? Вы же понимаете? Айсултан, это с Фейсбуке, с твоего этого страницы пост, я поэтому вопрос задаю. Ты же, я так понимаю, ты хотел сказать это. Ты сам здесь написал, что мой телефон такой-то, если журналисты есть, могут обратиться, я буду отвечать. Или это я не понял у тебя? Ты сейчас это состояние вообще, ты в адекватном состоянии сейчас, чтобы отдаешь отчет своим словам, действиям? Да, конечно. Айсултан, сейчас сам где находишься?
Сейчас где находишься, Айсултан? Алло. Ну, в принципе, вот, дорогие соотечественники, вы видели, разговор состоялся. Вот страница в Фейсбуке, вопросы я зачитывал оттуда. Главный вопрос было два, который беспокоило, о том, что ему угрожает опасность. Ну, насчет этого он расплывчато ответил, да. А второй вопрос, вот, который, честно говоря, всех шокировал, это что по заявлению Айсултана Назарбаева, Нурсултан Назарбаев является ему не дедушкой, а отцом. На этот вопрос он ответил утвердительно, что да, это так, и что вот Дарига Назарбаева манипулирует этим обстоятельством постоянно. Вот такие, собственно, новости на этот час. Я не знаю, в каком состоянии это он, трудно определить по видео. Ну, вроде он в адекватном состоянии был, да. Учитывая то, что Айсултан Назарбаев сейчас проходит лечение, может быть, находится под влиянием каких-то медикаментозных средств. Так, в принципе, вот на сегодня пока все. Я эфир заканчиваю. Всего доброго.